Сегодня мы предоставим возможность всем сторонам высказать свое мнение. Начнем мы нашу беседу, скорее всего, с истории создания предприятия, и я сразу предоставлю слово Михаилу Панову. Когда в 2010 году, после кризиса 2008 года, встал вопрос о более эффективном использовании появившегося у нас опыта, а именно производства пластиковых труб, мы рассматривали несколько регионов, куда мы могли переехать и успешно продолжать этот бизнес, это производство. Иванов Александр Григорьевич предложил мне Абхазию, так как он здесь хорошо знал ситуацию. Вот он сказал, что здесь это будет воспринято положительно и местными властями, ну и населением, потому что край только начал как-то обустраиваться, было понятно, что он будет восстанавливаться. Я направился до первых представителей, приехал сам, познакомился. Меня тогда ничего абсолютно не насторожило, и были только некоторые вопросы, которые я всегда отслеживаю и стараюсь им следовать. Первое – это все предприятия, которые я создаю, организовываю, они принадлежат только мне и никому другому. Это для меня было основное требование, что никаких соучредителей там из местного там или еще откуда-то быть не должно. Это мое правило. Второе требование мое было, это должна была быть земля абсолютно никому не принадлежащая, которая принадлежит только органам власти муниципалитету. Я не хотел в будущем иметь никаких разногласий или там, претензий со стороны кого-то из землепользователей и предполагал, что может создать какую-то предпосылку для будущих разбирательств. Это требование тоже было выполнено. Все остальные отношения должны были складываться на уровне наемных работников, когда нужные специалисты нанимаются из местных, и с ними на основании законодательства, трудового законодательства выстраиваются отношения как с наемными работниками, с наемными специалистами. Все остальные отношения строятся исключительно на договорах и подрядах или договорах оказания услуг, агентских договорах. Тоже это и предполагалось. Саид Николаевич изначально пожелал для себя иметь нишу, работать со мной как дилер. Ну, я не отказывался, и мы на этом, в общем, договорились, и с ним был заключен договор на оказание дилерских услуг. Все-таки, когда вы создавали предприятие, такое ощущение, что вы вот приехали на пустое пространство, а вам здесь никто не помогал, были какие-то контакты, вы общались, наверное, с представителями, может, власти договаривались, может, с главами администрации договаривались? Я, опасаясь быть втянутым в какие-то вот не те отношения, я даже не пытался ни с кем тут общаться, не знакомиться и всегда держался как бы в стороне от того, что не касается непосредственно производства. Единственный человек, с кем я из руководителей общался, это Роман Шотович меня представил вашему предыдущему президенту Александру Заводисковичу. Он тогда не был президентом, он был премьер-министром, по-моему. Я могу запутаться в должностях. Но, во всяком случае, мы встречались у него в кабинете. Вот, и он ко мне обратился и попросил от меня подтверждение, что я не оставлю этот проект, что мы запустим его. Строительство в первую очередь затянулось там на практически само строительство на 4 с лишним года, почти 5 лет. Вот. Я Александру Заводисковичу сказал, что Александр Заводискович, вот, как бы не сложилась ситуация, может быть, не полностью реализую, но вопрос не оставлю, нет в привычке бросать начатое. Дали мои условия. На заводе должны работать местные, так как сегодня с рабочими местами у нас тяжело. Он говорит, вопросов нет. Хорошо. Началось строительство, шло строительство, все нормально шло. Взяли местных охранников, местных, те, которые будущие сотрудники, вместе работали они там все вместе. После строительства завода подготовили их, этих местных ребят, и работа пошла. После того, как работа пошла прибыль,
Я заключил договор с госпредприятиями по инвестиционной программе на 100 миллионов рублей. Когда пошла такая работа, Михаил Михайлович говорит, я должен здесь посадить своего человека. Кого? Бухгалтера, кассира? Вопросов нет. И после этого он привозит 2 охранников оттуда. Я спрашиваю, Михаил Михайлович, а в чем дело? Это мои вопросы, мои проблемы. После этого приезжает, который был выдворен из России, который не имел права быть в России, он оказался здесь в Абхазии. Он ежедневно по несколько раз докладывал, как идут дела. В один день звонит Михаил Михайлович мне домой. Ну что, говорит, ты, глава банды в Абхазии, что ты там думаешь? Я говорю, Михаил Михайлович, кто вам дал право меня оскорблять? Вы приезжайте сюда, сядем за стол переговоров, поговорим, решим свои вопросы. Я с бандитами не собираюсь разговаривать. Вы знаете, Михаил Михайлович, меня и Рому в Абхазии как бандитов не знают. Знают только как порядочных людей. Вы оскорбляли нас. Ну хорошо, вы нас оскорбляете. Кто вам дал право оскорблять абхазский народ? Когда все на него оформили, он, и завод сам был уже пущен, он мне говорит, я хочу оформить на собственность. Я говорю, хорошо, пожалуйста, заявление напишите и отдадим в администрацию. Мы не поняли, что значит оформить. Мы так поняли, что документы уже были оформлены. Это аренда была оформлена. Я взял у него заявление и отнес в администрацию. Ну, там они мне сказали, Роман Шотович, говорит, ну, во-первых, говорит, производство не полностью пущено, говорит. Во-вторых, говорит, ну, ты все время приносишь на человека, оформляешь документы, вы здесь никто. Я говорю, у нас есть дилерская фирма, говорю, ну, этот человек серьезный, надежный, ему незачем нас обманывать, а у нас тоже и в мыслях этого нет, а зачем нам надо? Наши люди там работают, дилерская фирма существует, ну, нас это устраивает, да и инвестор, я говорю, будет защищен, чтобы он не боялся и дальше вкладывал. После того, как я заявление сдал, Михаил Михайлович мне говорит, ну, сперва в такой мягкой форме, давай без дилера работать. Ну, для меня, я, честно говоря, был, ну... Уже производство было запущено. Да, производство было запущено, документы на него, вот все оформлено. Я говорю, Михаил Михайлович, вы что говорите, ну, это тупиковый путь, говорю. Производство не будет нормально, это будет конфликтная ситуация. Ну, он не стал больше ничего говорить. На следующий раз приезжает он со своей супругой, знакомит, и он, значит, увольняет бывшего директора Бабичева, Алексей такой есть он и сегодня, увольняет его, я не знаю по какой причине, делает в Минюсте, вместе с ним идем, переоформляем все документы в течение дня на него, все вот это делаем, и он уезжает. Приезжает второй раз опять с Эльвирой Владимировной, вот здесь она сидит. Этот день для меня шоковый был, честно говоря. Сидит бухгалтерша, кассирша, он сидит, я сижу. Ну и наши сотрудники там недалеко. И она в такой резкой форме, мол, какая еще дилерская фирма здесь должна быть. Мы сюда деньги вбухали, а какой-то дилер здесь на ровном месте должен деньги зарабатывать. Я, честно говоря, был в шоке. Вы что говорите, говорю? О каких бандитах вы говорите? Вы кого оскорбляете, говорю? В общем, я при них прямо говорю, я говорю, знаете что, вы мне уже второй раз говорите, я сейчас звоню Саиду Николаевичу, он приедет и скажите ему в лицо. Саид Николаевич приехал, ничего подобного они ему в лицо не сказали. Видно, наверное, хотели моими руками все это сделать. То у нас договора по инвестпрограмме, через 3-4 дня люди должны были деньги на сырье перечислить, около 50 миллионов. На 100 миллионов у нас заказы. И он нас в такую ситуацию поставил, что, ну,
нам не сдобровать было, потому что подписи его стояли, под договорам, подписи мои, по-новому никто из заключающих с нами контракт, никто не знал. Все я нес ответственность. Все мы на блюдечке вот так ему преподнесли. Но когда он мне такое сказал, я говорю, Михаил Михайлович, говорю, эти люди, говорю, 5 лет, говорю, что это сам 6-й год с нами работает, говорю. За это время единственное предприятие, где не украли ни литр солярки, ни литр бензина, ни молоток, ни один инструмент не пропал у нас. За что я должен их выгонять? Я говорю, знаете что, в конце концов вы генеральный директор, пригласите 2, кого вы считаете нужным, и скажите, что вы уволены. Он этого не сделал. На следующий день он пошел в банк, закрыл на меня все договора, все счета, уволил меня, пришел и мне в лицо говорит, ты уволен. Почему вы Рому уволили? Теперь, что касается Романа Шотовича. Роман Шотович уже проявлял признаки некой нечистоплотности, назовем это так. Уже было тяжело понять, где он работает и на кого работает. На момент захвата предприятия у нас там находилось сырье, находились другие материальные ценности, которые мы уже не могли уже пользоваться. Вот. Это причиной увольнения? А это что, не мало, что ли? Нет, 2 секундочки. Мы спрашиваем у вас. Мы считаем, что пропажа того сырья, захват предприятием является достаточным поводом или причиной для увольнения. Захват предприятия, насколько я понимаю, был позже. За что уволен Роман Геря, вы нам не отвечаете. Давайте перейдем Изида, дальше. давайте все-таки тогда. отвечу. Значит, захват предприятия был 20 сентября, а 3 октября уволили Романа Шотовича. А в чем выразился захват предприятия? Захват предприятия выразился в том, что сотрудников россиян, которые там работали, их посадили в машины и вывезли за границу. Абхазия, в Россию. А меня, когда я пытался проникнуть в предприятие, меня туда просто не пустили. Я, как руководитель предприятия, как его учредитель, увидев работу Романа Шотовича в совокупности, выражая ему свое недоверие. В прокуратуру вы Прокуратуру, заявили, да, было. Абхазскую? Да, было. Хорошо. Роман Шотович не будет это отрицать. Я был у вашего следователя и пытался донести. Он мне вынес постановление. Я написал в прокуратуру генеральную, пожалуйста, еще раз. Я протестовываю это решение следователя. Я получил официальную бумагу, что теперь они аннулировали прежние материалы следствия, и по этому поводу будет назначено новое расследование. Вы говорили о том, что был именно вооруженный захват. В чем именно? Можете подтвердить, сказать именно от кого шел этот захват? И в конце своего интервью вы говорите о том, что выводить бизнес вы не планируете, но и тем не менее вы активно пропагандируете то, чтобы российские инвесторы и другие инвесторы не входили в Абхазию, так как здесь небезопасно. Как тогда вы после этого планируете работать в Абхазии? Я бы хотел все-таки до конца завершить свой проект и попытаться все-таки здесь успешно работать. Здесь с точки зрения экономики будущего предприятия есть предпосылки к успешной деятельности. Считаю, что можно работать, если не принимать, исключить вот то, что мы сейчас обсуждаем. Что касается вооруженного захвата, в официальных документах, когда обращались мы и сотрудники, пострадавшие в ходе вот этих всех разбирательств, нигде вопрос о вооруженном захвате не стоял. Вот. Это было внесено в обсуждение мной, потому что угроза, которая стояла перед моими сотрудниками, она была соизмерима с вооруженным захватом. Вооруженного захвата, значит, не было. Ну, меня уже спрашивали. Люди, которые непосредственно пострадали, и я, когда приезжал на завод, я не видел оружия. Для меня слово «вооруженный захват» Но не было. Вы его поняли слишком буквально, я уже говорю. Это было внесено мной в мой комментарий, для того, чтобы этому придать большую, ну скажем так, публичность, для того, чтобы вы все обратили внимание на это. Значит, компромисс какой может быть? С нашей стороны. Значит,
Первое – это аренда. Второе – выкуп. Аренда завода. Второе – выкупить. Значит, обязательно. И что Михаил Михайлович говорит, что у него прибыль, он получит полностью. То, что полагается ему. Это раз. Второе. Мы сегодня должны иметь возможность закончить вот это договорные обязательства, с которыми я заключил. Это пройдет где-то 2,5-3 месяца. А потом и завод, и прибыль, если продаст, пожалуйста, никто не оспаривает у него, что это не его. Он его хозяин собственность. завода. Вопросов нет. Если я сорву вот этот договор по инвестпрограмме, то штрафные санкции пойдут. Это и завод не хватит, а стоимость завода тоже не хватит. У государства есть и принудительные рычаги для выкупа у меня это предприятие, там, экспроприация или, так скажем, поставить как-то вопрос нерешаемый, что я уже вынужден буду его продать.